сажаем картошку. Вот до Дня Победы чего-нибудь там наши эшләрне эшлибез дә, оннан соң эшләрне бетергәч, круизга китәбез 22 майда. В свои 93 ветеран Великой Отечественной живет в свое удовольствие, когда, как не сейчас, радоваться жизни. Молодости, говорит Касым Салимгараев, практически не было. В 18 забрали на фронт, воевал на Курской дуге, был ранен. В марте Курск взяли, Воронеж взяли, там на Западный фронт попали. Значит, это у нас назывался Центральный фронт, командующий был Рокоссовский. Сейчас Касым Салимгараев старается чаще путешествовать. В этом году его ждет теплоходный круиз до Москвы бесплатно. В 7-дневное путешествие отправятся еще 99 ветеранов Татарстана. Об этом сегодня рассказали на брифинге. А тех, кому надо поправить здоровье, ждут в поликлиниках. Все наши ветераны могут воспользоваться правом на бесплатное зубослухопротезирование. 126 ветеранов в этом году получат квартиры. За последние годы отметивших новоселье достигло 19 тысяч. Не только помощь в преддверии, но и активное вовлечение в празднование самого Дня Победы. Ветеранов с портретами ждут на шествии бессмертного полка. Для этого по всей республике маршруты сделали удобными. Понимаем, что этот маршрут можно было бы и очень сделать длинным, но у нас в колоннах принимают участие ветераны Великой Отечественной войны, те, кто сегодня очень бравые, активные. Есть у нас такие, и замечательно, что они сегодня в колонии, в рядах вместе со всеми. Цены на изготовление портретов, кстати, будут минимальными. Такое решение принято на правительственном уровне, вопрос будут контролировать. Традиционно за день до празднования Дня Победы в Театре оперы и балета состоится встреча президента Татарстана с ветеранами. Готовится концертная программа, в основу которой легли 650 архивных историй героев, уроженцев Татарстана. До 9 мая все ветераны также получат подарочные продуктовые наборы и праздничные открытки. Адель Кламиц, Александр Лобанов, ТНВ, Казань.